эфире телеканала программа «Актуальное интервью». В студии работает Кристина Якупова. Сегодня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают ветеринарные работники. День ветеринарного работника получил в России статус официального государственного профессионального праздника 11 июня 2014 года. Сегодня гость нашей студии – руководитель Департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия Петр Лукич Петров. Петр Лукич, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас и всех работников ветеринарной службы республики с профессиональным праздником. Расскажите немного о ветеринарной службе в республике. Спасибо. Спасибо за поздравления. Департамент ветеринарии у нас в республике представляет собой службу, которая включает в себя 27 управлений ветеринарии с ветеринарно-испытательными лабораториями, 8 филиалов. И общая численность наших специалистов составляет 1785 штатных единиц. И сейчас трудятся все в каждом населенном пункте, все они размещены и работают исполняют свои должностные обязанности. Вот в следующем году ветеринарная служба республики отметит 125-летие со дня образования. Расскажите немного об истории. Спасибо за вопрос. Если приподнять страницы истории, в XIX веке в Европе раньше ветеринарных специалистов готовили в ветеринарных факультетах при медицинских институтах. Они оканчивали, и они работали в статусе медицинских инспекторов. И они изучали здоровье человека и здоровье домашних животных. Что касается нашей Якутии, в 1854 году в Якутии прибыл первый ветеринарный врач Вальдемар Густавович Гольман. Он стал работать в Якутии. В это время он был совершенно один на территории нашей Якутии. Как вы знаете, жители Якутска, есть у нас район Якутска Гольменка. В честь Гольмана, и она сейчас и называется. Там располагалась наша ветеринарная клиника. И он проработал 31 год. И после него в 1885 году прибыл выпускник Казанского ветеринарного института Сергей Яковлевич Дмитриев. Он тоже являлся ветеринарным врачом, и он работал областным первым государственным инспектором. Где-то проработал 23 года, вплоть до 1908 года. Вернемся к нашему юбилею. 1897 год был переломный. Это в России в то время вышел закон о отделении ветеринарии из медицинского госуправления. И с этого момента начались знаменательные даты. И в исполнение данного закона постановлением Министерства внутренних дел Российской империи вышел постановление. И там определили структуру и 14 штатных единиц Якутии. И в этот же год, в 1897 году, у нас в Якутске открылся ветеринарный лечебница, при себе имелась ветеринарная амбулатория со своей аптекой. С этого момента в Якутии началось становление нашей самостоятельной ветеринарной службы нашей республики. На нашем телеканале показывают много новостных сюжетов, где у коров в ушах бирки. То есть это вы проводите такую работу? Да, это мы проводим согласно статьи 2.5 Федерального закона о ветеринарии. И там прописано, что мы должны провести идентификацию и маркирование животных. Поэтому сейчас в данное время у нас поголовье крупнорогатого скота на 97% промаркировано. То есть уже установлены бирки. И 55% собак наших меньших братьев тоже установлены бирки. Что она дает? Сейчас в данное время она является в добровольном порядке. Со следующего 2022 года мы
должны выйти изменения, и там должно быть обязательно маркирование, идентификация животных. Мы тоже, наша служба идет впереди со временем. Мы идем для цифровой трансформации, мы работаем, и это у нас, наших специалистов, имеются карманные портативные компьютеры. Они подходят к владельцам животных и маркируют совместно поголовье скота. И на этих карманных портативных компьютерах уже распечатывает чек-листы, где там будет наименование, каких вакцин, какой ветеринарный врач провел вакцинацию, вакцина какой, номер, от какой даты, и фамилия, имя владельца. И они вручают владельцу животных, и они уже на руках будут иметь документ, что это. Потом наши ветврачи подходят к базе данных, там Рейагро уже этот в электронном виде по интернету она уже будет забита, и перемещение всех то животных, то ли продукции животного происхождения, оно будет идентифицироваться, то есть будет прослеживаться, будет прозрачность движения этих поднадзорных животных и продукции животного происхождения. Вот в последнее время стоит острый вопрос с животными без владельцев. Этим вопросом тоже занимаетесь вы? Да, у нас вышел в 2018 году, в декабре, федеральный закон 498, это обращение с животными, то есть это касается и лошадей, и всех животных. В частности, сейчас у нас большая проблема стоит безнадзорных животных, это собаки, поэтому 2020 года, согласно этому закону, уполномоченным органом нашей республики является Департамент ветеринарии. Так? И вот данные полномочия были переданы местным самоуправлением, то есть муниципальным образованием и законом 131 2014 года. Поэтому у нас работают ветеринарные инспектора, которые проводят контроль и смотрят за соблюдением переданных полномочий на местах. У нас всего по республике имеется 306 государственных инспекторов, которые размещены в районах нашей республики, во всех районах нашей республики. Вот это лето было как никогда засушливым, причиной многочисленных пожаров и объявления режима чрезвычайной ситуации. Прибавилась ли работа у ветеринарной службы? Ну, естественно, работа прибавилась. Жаркая погода, наши пациенты, в частности корову, крупнорогатый скот, переносят плохо, чем холод. Поэтому бывают жаркие погоды, сезон года, падает удой коров, падает жирность, белок в молоке. Поэтому бывают такие моменты, и поэтому наши специалисты особо за этим следят, проводят лабораторные исследования. И хочется отметить, в этом году наши специалисты во всех районах, где была угроза пожаров, они совместно с населением активно участвовали в тушении пожаров. И в данное время сейчас оказывают лечебные профилактические мероприятия 43 коровам, собакам. Сейчас они проводят лечение. По нашей информации оперативной, в данное время вылечилось 34 животных. Вот сейчас, пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить за нашу солидарность, за нашу поддержку наших специалистов, поскольку у нас с Черепинского и Кангаласского района наши специалисты выезжали в Бескюль горного района, и там они в виде добровольцев оказывали при лечении животных. Поэтому хочется отметить, что ведь служба никогда не стояла на стороне, она будет впереди локомотивом нашей республики. Петр Лукич, какие изменения ждут ветеринарную службу республики? Так, хочется отметить, что у нас материальная база устарела, ветхая.
У нас капитальное сооружение где-то износ 75%, автотранспорта 82%, и требуется реконструкция 15% наших объектов. Поэтому мы приняли решение, нас поддержал глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев, председатель правительства Андрей Владимирович Тарасенко. И сейчас мы активно прорабатываем и разрабатываем стратегию ветеринарной службы до 2030 года. Это долгосрочный проект, поэтому сейчас мы в октябре месяце должны защититься в стратегическом совете при правительстве данную стратегию. И кроме этого сейчас идет согласование государственной программы на 5 лет, это 2022 по 2026 год. Поэтому сейчас надеемся, что разработка и вот этих нормативно-правовых актов пройдет в штатном режиме, и мы очень надеемся на поддержку нашего правительства и главы республики. А подразумевает ли стратегия обновления материально-технической базы? Да, у нас в первую очередь, у нас основание является это перечень поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он дал поручение в 2018 году о материально-техническом обеспечении ветеринарных служб Российской Федерации. Поэтому сейчас стратегии у нас стоят задачи. Первое – это техническое оснащение, то есть мы должны построить здания ветеринарных лабораторий, провести реконструкции и обновить автотранспортный парк. И обновить лабораторное оборудование. И главное, у нас первостепенная задача стоит повышение заработной платы. А как обстоят дела с кадровым обеспечением ветеринарной службы? Так, ну, как я сказал, у нас 1785 штатных единиц. В данное время у нас по старшим государственным инспекторам, госслужащим в районах, имеется 5 вакансий. Это в городе Якутске 3 вакансии, и в 2 районах имеется 2 вакансии государственных гражданских служащих. А вообще по подведомственным учреждениям департамента ветеринарии в настоящее время на этот момент требуется 93 штатных единиц. Но поскольку у нас заработная плата низкая, молодые специалисты идут не очень охотно, и в данное время у нас по статистике молодых специалистов составляет порядка только 8%. А вот пенсионного возраста где-то у нас составляет 15-18%, поэтому мы должны учитывать, что молодые кадры к нам пришли на ветеринарную службу. У нас должно быть взаимозаменяемость, смена поколений. Поэтому сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Вообще планируется ли повышение зарплаты? Так, ну, отдельно у нас разделом стратегии развития ветеринарной службы 2030 года и государственной программы мы планируем повысить поэтапное повышение заработной платы. Сейчас у нас средняя заработная плата наших ветврачей в среднем по республике составляет 39 тысяч рублей. И мы должны дойти до средней заработной платы работников АПК, это составляет где-то порядка 56 тысяч рублей в месяц. Поэтому мы должны, при принятии государственной программы, мы должны повысить поэтапно повышение заработной платы наших работников. Может быть, поздравите? Спасибо вам за такое хорошее интервью. Хотел бы передать своим коллегам, еще раз хочу поздравить наших коллег Днем ветеринарного работника, который мы приняли очень долго, ждали долго, и оно было принято в 2014 году. И сейчас мы ежегодно справляем День ветеринарного работника. Но хочется пожелать чего? Главное, крепкого, бодрого здоровья, семейного финансового благополучия. Главное, чтобы были расставлены цели и задачи, и позитивное настроение. И главное, чтобы взаимопонимание и поддержка наших специалистов, и чтобы мы работали во благо развития нашей республики.
Петр Лукич, спасибо за сегодняшнюю беседу. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. А я напомню, гостем сегодняшней программы был руководитель Департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия Петр Лукич Петров. Оставайтесь на Якутия-24.